Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас у різних країнах світу, в тимчасово окупованому Криму, в Україні і за кордоном, як я вже сказав. І нас в контексті нашої війни цікавлять не лише внутрішні речі, які відбуваються всередині України на фронті, хоча це головне, а й те, що відбувається навколо. І просто днями ми спостерігали операцію руського корпусу у складі Збройних сил України, які лише громадяни Росії пішли на свою землю з привітом, скажімо так, і це все було дуже голосно, яскраво. Але не забуваємо і про те, що в складі Збройних сил України воюють як підрозділи чеченські, наприклад, маю на увазі армії Міністерства внутрішніх справ Ічкерії, Чеченської Республіки, це уряд тимчасового прем'єр-міністра Ахмеда Закаєва, а також є підрозділи, їх декілька, і, напевно, їх чисельність велика у порівнянні, наприклад, з росіянами, наразі, принаймні, це білоруси, які воюють за Україну і воюють за європейську Білорусь. І я радий, що з нами в етері не боєць реального фронту, але боєць медійного фронту, це точно. Засновниця організації, української громадської організації «Білоруський Майдан», білоруська дисидентка, політемігрантка, яка постійно живе в Києві. Просто зараз вона у Польщі з сім'єю. Я перепрошую, що таке сказав. Але ну просто я знаю, люблю. Альона Васильєва, привіт. Привіт. Коли повертаєшся? Да скоро уже, неделька-две. Ясно, я перейду на таку... Можу розмовляти москальською, поки я перепрошую, російською мовою. Що я не перепрошую, і жодної Росії не існує. Я називаю трофейною, але не це байдуже. В принципі, давай, як тобі зручніше, і щоб нас почули білоруси, в тому числі ті, які не розуміють українську мову. На жаль, таких більшості, і більшість тих, хто не розуміє білоруську мову так само, як я прав? Так і є, прав. Я начну сразу с конца, с последних новостей, ну, про рейд русского добровольческого корпуса и что про это думают белорусы, у которых родина тоже находится на границах с Украиной и которые тоже воюют на стороне Украины и, конечно, которые мечтают вернуться домой. Вот что в среде бойцов, с которыми ты общаешься, я знаю, на постоянной связи, что они, как они оценивают, и хотят ли они вернуться в Минск? Ну, те, которые находятся в Украине, те, которые воюют за Украину, те, для которых выбор европейский, я сразу скажу, что, конечно, приветствуют операцию, которая прошла в Белгороде, безусловно. И все ей радуются. И, наверное, хотели бы многие из воюющих оказаться на этом месте и точно так же войти в Беларусь, но я думаю, что в ближайшее время это невозможно по многим причинам. Вот. А операция, мне кажется, блестящей. И она стала такой лакмусовой бумажкой для того, чтобы определить, кто понимает, что нужно Украине, кто доверяет Збройным силам Украины и разведке Украины, а кто очень боится многих вещей, в частности, развала России. Вот. Поэтому такие белорусы есть, они есть в моем окружении. Насколько их много, Эдгар, я не знаю. Я не очень понимаю, как к этому отнеслись в Беларуси, хотя тот круг, который у меня есть, оставшийся там, это приветствуют. Хотя молчат, но в личных сообщениях я это вижу. Скажи, а что с белорусскими хлопцами, которые воюют в наших вооруженных силах? Ну, я не спрашиваю, где они, что сейчас, но насколько силен их боевой дух и о чем они мечтают? Боевой дух силен. Мечтают они об освобождении Беларуси, стать именно той пассионарной частью, которая войдет, и начнутся процессы освобождения, потому что большинство из них считают территорию оккупированной, но скажу тебе сразу, что далеко не все.
так считают. Среди белорусов, которые воюют, тоже ведь абсолютно разные представления о том, кто их лидер, например, как должно быть, какой будет Беларусь будущего. Есть ярко выраженная такая пронациональная часть. а, Они все пронациональные, но ярко выраженная часть людей, которая считает, что Беларусь должна быть независимой в плане нейтральной, я бы так сказала, да, без присоединения каких-либо союзов с каким-либо союзом. Последователи, например, Зенона Поздняка, таких очень много. Есть последователи до сих пор Светланы Тихановской, и такие есть. А есть те, которые не имеют среди белорусской оппозиции никакого представления себя. Это белорусы за европейский выбор, за присоединение к НАТО, за вхождение в состав Европейского Союза. Многие из них мечтают войти в Беларусь, многие из них мечтают вернуться. А есть те, которые хотели бы войти, но не видят уже своего будущего исключительно с Беларусью. Таких я тоже знаю, их немного, потому что не верят в то, что там может что-то произойти. Близкое им, ментально близкое им. То есть, смотри, если я правильно понял и переведу с нашим слушателям, которые, ну, многие не в контексте, что до сих пор существует, и то есть и украинская история ничему не научила про это, вот многовекторную политику и так далее, что Беларусь может сохранить какой-то нейтралитет между, ну, условно, даже будущей какой-то там России и Европой, то есть не присоединяться к ЕС и НАТО. Я правильно так понимаю? Такие есть. Ну, есть, конечно, такие. Есть такие, которые верят исключительно в межморье, там, в Балто-Черноморский союз. Эдер, ты пойми, ну, среди храбрых и благородных людей не всегда все аналитики. А потом люди воюют уже год. А поскольку люди воюют уже год, они не слишком часто, даже выбирая себе лидеров, анализируют, что эти лидеры делают, и не всегда слишком отчетливо представляют себе, как это будет потом. Ну, понимаешь, они справжные, но далеко не обязательно, что они образованы в политическом плане. Смотри, у меня к этим парням нет никаких вопросов и никаких, Абсолютно. может быть, ни претензий, ничего. В конце концов, они воюют за свободу, что само по себе. Что будет потом, это уже как бы решать и им, и, я не знаю, там, их детям, родственникам, вообще всем белорусам, которые захотят жить в стране, которая будет не такая, как сейчас. И мы можем только честь и славу им воздать, и ничего больше, да. Гораздо больше вопросов к людям, которые работают языком на белорусском вот этом медийном фронте или каком-то еще. Ты их, наверное, лучше всех знаешь, но я сейчас о них не хочу, по крайней мере, сначала говорить. Вот, я Мгм. хочу о вечно умирающем вашем так называемом батьке. Я знаю, что белорусы нормально не любят, когда его батькой называют, потому что батька все-таки это отец-то в каком-то смысле. Да, не отец, а сука, он как бы, выражаясь языком определенной поэзии. Ну вот, значит, что это было? Слухи про то, что он умер, умрет, заболел, околел, значит, отравили, там, что угодно. Вот расскажи нам свое видение вот этого белорусского, не белорусского, а, скажем, такого белого шума вот этого, который исходит из Беларуси. Что это такое, как это понимать? Ну, смотри, ты же знаешь, что когда не предпринимается особых усилий что-то сделать самостоятельно с собственной властью, то очень любят ждать смерти. И Мгм. любой чих и пук, это же на России происходит то же самое, обрастает массой слухов. И оглох, и ослеп, и рак, там я еще не знаю что. И, и все верят, что вот оно придет сейчас спасение. Я не знаю, что с ним было на самом деле, версий много. Есть люди, которые предполагают, что он уже не нужен Путину, потому что все еще как-то сопротивляется. Есть и такая версия. И в конце концов белорусские войска так и не вошли в Украину. И в конце концов к нам давно ничего не летит именно из Беларуси. Есть и такая версия. Есть версия, что он просто заболел. Но я не думаю, что это вообще может принципиально что-то решить. Появилось очень много шума, что уход батька его не называют, кстати, в Беларуси, его называют в основном люди, которые слушают о нем за рубежом.
что уход может дать некое окно возможностей. Никакого окна возможностей до победы Украины в Беларуси нет и быть не может. Там стоят российские войска. Там абсолютно везде сидят российские фигуры. Да и, собственно, даже не российские отличаются ментально мало, потому что они ментально российские. И, естественно, уход на сегодняшний день Лукашенко не приведет никакую оппозицию в страну. Она как была в Европе, так и будет. Никто не выйдет. Нет таких сейчас вариантов. Все задушено. Люди сидят в тюрьмах. Полностью работает карательный аппарат. Еще раз говорю, стоят российские войска, сидят в КГБ, которое уже полностью срослось с ФСБ, представители Московии, точно так же на высоких постах в Министерстве обороны такие же стоят. Поэтому уйдет он, не уйдет он. Беларусь сейчас де-факто, на мой взгляд, практически полностью принадлежит Российской Федерации. Ну а как тогда это соотносится с твоими же Он словами о том, болел. что все-таки и в последнее время и обстрелов с Беларуси нет, и я не знаю, действительно ли это так, но похоже на то, да, вот ты следишь внимательный, да, ну вот Мгм. и войска не двинулись как-никак, да, это что, это Путин как бы не хочет, или все-таки Лукашенко хоть что-то может, то есть пока типа я жив, вот я тут что-то решаю, по крайней мере, относительно своей армии, той части, которую можно назвать белорусской армией, не русских войск, которые находятся на территории Беларуси, тренируются, там, я не знаю, вооружаются, ремонтируются и так далее. Знаешь, лично мне кажется, что срослись два фактора. Лукашенко, конечно, лавирует, как он лавировал всю свою жизнь. Понятно, что он на шпагате, понятно, что у него там уже все треснуло в этом шпагате. Но он, конечно, понимает, что Россия проиграла, что он сделал ставку не на того. Другой ставки он, конечно, и не мог сделать по определению своей ментальности. Он старается уже не залезть. Потому что даже собственный избиратель его не поддержит. Я думаю, что все понимают, что в Беларуси, думаю, что понимают и знают даже лукашисты. Упоротые, знаешь, всегда все держалось, абы не было войны. Вот это тот принцип, за который Лукашенко терпели, а некоторые даже и любили, и любят до сих пор. Да, с одной стороны, он хочет пропетлять, он надеется, что все-таки где-то будет какое-то прощение, и вдруг как-то он выпетлеет. С другой стороны, мне кажется, что и Путин не до конца его давит по той простой причине, что из Беларуси армии никакая. Часть людей может тут же перейти на сторону тех же калиновцев, сдать оружие. Белорусы далеко не 70%, как дал аванс президент Зеленский, который говорит, что за Украину. Нет. 70% нет, но точно больше 70% не хотят воевать. По разным причинам. Просто не хотят. Просто потому что видят и понимают, что с ними будет. Поэтому и воякости нет никакой, а родить определенную точку напряженности это может. Потому что белорусы все-таки матери умеют любить своих детей, в отличие от русских. Они не продают своих детей за ладу калина, и вот это как раз и может стать той точкой, которая родит новые беспорядки. Лукашенко этого боится, да я думаю, что и Путин это понимает. Поэтому я думаю, что Лукашенко удается убеждать Путина, что это не надо, постоянно поддерживая еще и состояние такого вот якобы напряжения гражданского общества. Он же сажает всех подряд, даже те, которые ставят просто лайки. Это никакой не революционный запас Беларуси на сегодняшний день. Но вот делать вид, что это такие пассионарии, которые сегодня, прям завтра выйдут и что-то сделают, это он любит. За счет этого и работает репрессивная машина. Поэтому я думаю, что здесь их интересы... Он сумел, скажем так, создать определенную видимость для России, что это не нужно. Если бы Путину это было нужно глубоко-глубоко, я думаю, что белорусские войска бы уже зашли. Ну, то есть есть какой-то тупик, да, Да. и вот эта ситуация, она сейчас уравновешена в Беларуси, ну и, в принципе, нам, наверное, это на данный момент выгодно, ну вот, наверное, поэтому и ты подразумевала, когда говорила, что подобные операции на территории Беларуси пока невозможны и не нужны просто Украине в данный момент, да, но потому что, ну, фронт и так уже очень-очень длинный,
ну вот, долгий, сложный. А скажи, пожалуйста, а гипотетически, вот если сейчас Лукашенко нет, вот нет его, да? А кто Мгм. придет к власти? Кто у него обычно в таких системах есть наследники, там Да. родственные или не родственники. Вот да, вот кто будет стоять, как раньше, в политбюро, кто будет главой комиссии по похоронам, значит, вот его, например. Главой комиссии по похоронам сразу станет Качанова. Это председатель так называемой, не Верховной Рады, а Верховного Совета белорусского, да. Мгм. Есть такая преданная собачка у Лукашенки, у собачки Путина есть преданная его собачка. Зовут ее Наталья Качанова. Она всегда смотрит ему в рот, ходит за ним уже не одно десятилетие, абсолютно пророссийская, но в то же время она всегда рядом с ним. По закону она должна стать преемником в случае какого-то несчастного случая или просто его ухода. Дальше будет, конечно, приниматься какое-то решение. Говорят, что у россиянцев есть ставленник. Об этом, кстати, недавно в интервью намекал Кирилл Буданов, что есть некий ставленник в виде какого-то бизнесмена белорусского происхождения, абсолютно пророссийского. Я предполагаю, что это может быть и тот же Бабарика, из которого делают Нельсона Манделы. Мы не знаем, как он сидит, но якобы сидит. Напоминаю, что это руководитель Газпромовского банка, который имел очень большой рейтинг у белорусов и по-прежнему его имеет. А может быть, кто угодно другой. Но, конечно, это будет российская фигура, Айдер, неважно кто. Это точно будет ставленник России. Точно. Других вариантов сейчас при уходе Лукашенко вот на данный момент времени, когда общество не решает ничего, а сверху сидит Россия, других вариантов просто нет. Поэтому да, это ничего не решает в положительном плане до победы Украины 100%. Смотри, как белорусская, ну, вообще, давай так. Можешь описать, что такое белорусская оппозиция? Ну, во-первых, внутри страны, ну, то, что можно назвать оппозицией, кто сидит, Мгм. кто хотя бы там, ну, хотя бы как-то протестует, или сколько людей там, не знаю, репрессировано. Но давай сначала про внутри Беларусь поговорим. Все-таки так или иначе, ты хоть и говоришь, что ты давно там не живешь, это правда, давно не живешь, но ну, контакты же есть, связь есть, Ну, интернет конечно. есть, да. Люди в Минске, наверное, в других городах, настроения, значит, какие-то оппозиционные и так далее. Как они себя чувствуют там, на что надеяться и каким они видят будущее Беларуси, вот люди, находящиеся внутри нее сейчас. Внутри нее и оппозиция, которая за пределами, я так понимаю. Ну, давай сначала про Значит, Беларусь поговорим в внутри, том виде, в котором она существует внутри, да. внутри нет, конечно, никакой оппозиции. Есть якобы оппозиционер Воскресенский, я думаю, его помнят, он приезжал в Украину, потом его не пустили в Украину. Да, человек из штаба Бабарика. Ну, в общем, карманная белорусская лукашенковская оппозиция. Люди, которые собираются и делают вид, как это и происходит в России, что они оппозиция. Движения, восстаний, ничего я не вижу. Я даже не знаю не могу утверждать про какое-либо партизанское движение. Потому что кроме 3 человек, которых задержали за то, что они там перевели или взорвали вот этот штуку, которая наводит стрелки, больше не было ничего. Сидит в районе 3 с лишним тысяч человек. Официально весна признана политзаключенными больше 1000, но по политическим делам так или иначе больше 3000 человек. Это далеко не обязательно. Последние люди, которые были взяты после 2020 года, далеко не обязательно люди глубокие революционеры. Вот то, что я говорила. Люди, которые просто выходили в 2020 году. То есть ему нужно кошмарить население бесконечно. Люди, у которых появилось там БЧБ на аватарке. Я тебе скажу, что даже вызывали людей, которым я поставила несколько лайков и что-то прокомментировала. Было и такое. Их вызывали и имели с ними беседы. Какие же они отношения имеют со мной, например. Вот, поэтому мои старые знакомые, я стараюсь быть осторожным в этом плане, осторожной в этом плане. А большая часть, ну, по правде говоря, чувствует себя обыкновенно, абсолютно обыкновенно. Живет своей жизнью, ездит в Турцию,
Летает, правда, через Рашку, платит сумасшедшие деньги, берет на это кредиты, больше белорусам летать уже некуда. Турция, Арабские Эмираты, небо закрыто, визы поставить невозможно. Занимается бизнесом, как и занималась. Ходит на концерты, иногда Лепса подпевая. Или мы видели концерты Газманова, и это большая часть белорусов. Я не говорю, что они глубоко пророссийские или прям мечтают сейчас кого-то захватить. Нет, им просто пофиг. Иногда они даже осуждают Россию, но они не видят причинно-следственных связей. Такой, знаешь, вот такой глубокий внутренний нейтралитет. По-прежнему дружить со всеми. Я знаю, что, естественно, в тоталитарном государстве мы не можем как-то ориентироваться на опросы. Но вот последний опрос, по-моему, в феврале Chatham House, который был, нам показал, что 50, ну, приблизительно, другого у нас нет. Более 50% белорусов по-прежнему не поддерживают агрессию, не поддерживая агрессию России в Украине, все-таки считают, что сохранять отношения нужно со всеми. Вот тебе и весь ответ. Поэтому в целом население очень аморфно в политическом плане. Есть те, которые, безусловно, сидят и просто терпят во внутренней эмиграции и страдают. Есть и такие. Кто из наиболее ярких действительно представителей, ну, реально, не бумажной, а реальной оппозиции сейчас сидит, является политзаключенным, кому наиболее сильно угрожает, я не знаю, ваша смертная казнь там до сих пор? Николай Автухович, ты знаешь, и я тебе очень благодарна, что в течение всего этого времени, начиная с 2020 года, ты даже ты на канале АТР привлекал внимание к этому человеку. Николай Автухович, Владимир Гундарь, таких людей несколько. Это так называемое экстремистское дело, якобы как раз не с шариками и цветочками. Да, громкое дело. Да. Это люди, которые понимали, что такое Российская Федерация, сразу призывали к цивилизационному выбору. Есть старая позиция в виде Статкевича. Ну, таких людей достаточно. Кто-то может хуже, кто-то лучше относиться, но люди из старой оппозиции, их много. Они были фактически купированы Лукашенко, многие еще до событий 2020 года, кто-то слегка после того, как. Скажи, пожалуйста, ну вот я думал, что как бы еще хуже все будет, да, что Мгм. Автухович действительно герой, и там его соратников, друзей, знакомых, я не знаю, как они там проходят в этих делах, что их просто казнят, да, но что-то не слышно про казни, и вообще ничего не слышно. Сейчас Лукашенко, ты как думаешь, побоится делать лишние такие, ну, брутальные движения, чтобы совсем себе не обвалить, ну, то есть, чтобы, ну, потерять даже умозрительные шансы как-то уцелеть в случае поражения России, в котором он, как ты убеждена, не сомневается, несмотря на то, что он говорит. В России он как раз сомневается. Я просто думаю, что, знаешь, несмотря ни на что, на отсутствие смертной казни в данном случае Автухович сидит в нечеловеческих условиях. Гундари все они. Например, я узнала от дочери Николая, что он о начале полномасштабного вторжения узнал через несколько месяцев. То есть это говорит Мгм. о том, что не было допущено ни адвокатов, нет ни прессы, ничего. В отличие, кстати, от газпромовской оппозиции, которая очень долго давала интервью Deutsche Welle и всем остальным, каким-то образом находясь в заключении. Везде. Так вот, мне кажется, что самое удивительное в этом вопросе, они получили по 25 лет, 18, 20. Я знаю, что они не просидят, я знаю, что при всех обстоятельствах, кто бы ни пришел к власти, Лукашенко все-таки так долго не будет, даже если это будет относительно либеральная такая пророссийская позиция, все равно политзаключенных выпустят. А я верю в скорую победу. И, конечно, Беларусь не останется в том состоянии, в котором она есть, ну, просто по определению, даже если она ничего не будет делать. Мне кажется, что Лукашенко, таких как Автухович, вот сейчас, на данный этап времени, мое мнение, ненавидит в некоторой степени, несмотря на то, что это изначально и есть те самые враги режима, ненавидит меньше, чем он ненавидит пророссийскую оппозицию, которая, как ему кажется, втиснула его в эти клещи Путина. Поэтому я не ожидала, что будет смертная казнь, в итоге поразмыслив, и я оказалась права. Они сидят жестко, но они не одни такие. Есть, я бы хотела напомнить украинским зрителям, что есть у нас
Денис Ивашин, прекрасный журналист Информнапала, расследовательского украинского Да. агентства, который получил 13 лет, а, и за то, что он расследовал. Во-первых, он занимался как раз расследованием российского следа и в ситуации, которая в Беларуси, боролся с российской пропагандой. Он опубликовал материалы, связанные с российской агентурой. Он опубликовал материалы, связанные с участием Беркута в белорусских протестах, и получил достаточно большой срок. Информнапал помогает его семье. Я дружу с его женой, и ну вот это, я считаю, герои Беларуси. Действительно, те люди, которые составляют ее славу и честь. Ну, теперь поговорим о тех белорусах, которые находятся за пределами Беларуси, ну, преимущественно в массовом порядке. Это, наверное, Польша и Литва. В Украине тоже немного есть людей, ну, и кроме, мы сейчас не про бойцов сейчас говорим, белорусских подразделений ЗСУ, а про мирных жителей, беженцев, там, диссидентов, я не знаю, политиков и так далее. Ну, и ты в том числе. Вот. Что представляет, во-первых, какой процент из себя представляет уехавшие к оставшимся, да? Ну, потому что Мгм. иногда кажется, что вся Беларусь уехала, и никого там нет, и вообще все, значит, там в Польше, всех он выгнал, там, ну, и так далее. Значит, какая часть? Во-вторых, что представляет из себя, какая часть из уехавших? Это активно Мгм. протестующие политические люди, да? И какой политический спектр представлен в экзиле, ну, начиная с правительства Тихановской, которые признают, ну, не знаю в каком, в разных качествах, но признают западные страны, встречаются. Мгм. Вот с Зеленским недавно она встречалась на полях там на саммита и так далее. Вот, как это все выглядит на данный момент? Ну, а про перспективу я у тебя еще отдельно спрошу. Да. Ну, честно говоря, я по цифрам сейчас не очень помню. Начиналось это с 10%. Я думаю, что где-то процентов, может быть, 20 и уехало. Какое количество из этих людей реально политические, трудно сказать. Очень многие уезжали, просто понимая, какая будет ситуация. Много ведь и экономически уехавших. А многие уезжали, воспользовавшись просто ситуацией, что до полномасштабного вторжения, согласитесь, все-таки к белорусам было такое отношение у многих такие героические, Ну, смотри, героические люди, это с да, двадцатого убежавшие. года. С двадцатого года, несмотря на такой протест Да, в носочках на лавочках, все равно многим европейцам, да и да. украинцам, многим, да, и они все Мгм. равно симпатизировали. Да, пусть они инфантильный протест, пусть это не Майдан, там, но все равно они против были, они протестовали достаточно массово. Ну, вот, но и даже сейчас к белорусам по-другому относятся, чем к россиянам. В той же Польше, в Литве, но по-другому. Это факт объективный. Объективный. Но это не значит, что это соответствует до конца действительности. Смотри, когда мы говорим о российских либералах, мы же понимаем, что Европа слепа во многих моментах. Ну, Так вот, Илья, точно так же она уже немножко прозревает, я так ну, смотрю. Да. немножко прозревает, но точно так же немножко прозревает по отношению к белорусам. На самом деле, та оппозиция, которая считается официальной оппозицией, такой на сегодняшний день, которая представляется в Европе в виде официальных представителей оппозиции, там, лидеров национальных и прочее, это такой же фейковый проект, как Навальный и все остальное. Да, они учатся, они пытаются, вернее, они учатся в своей риторике, но это не далее того, как. И ты говоришь, встретилась с Зеленским. Насколько я понимаю, Зеленский все-таки избегает встречи с Тихановской. Просто это было... Деться было некуда, но не должен же он был в нее плюнуть. Это фактически был Ну, форум для... слушай, ну а почему он должен был в нее плевать на самом деле? Ну, это выбор Но я к какой-то тому... части соседнего народа. Да, мы не симпатизируем Беларуси сейчас, и никаких комплиментов белорусам, я думаю, что Зеленский не скажет. Но, тем не менее, и как бы отталкивать ее тоже нет смысла. Представляет она там большинство, не представляет. Будет ли она там кем-то в будущей политике, не будет она кем-то, да? Но раз западные партнеры ее
куда-то приглашают, раз они с ней общаются, она дает пресс-конференции, она что-то рассказывает. Я понимаю, что есть другая крайность, когда ее называют избранным президентом там, и так далее. Это тоже, ну, как бы преувеличение, но так или иначе, какую-то позицию политическую она занимает, и в последнее время, ну, точно ее риторика абсолютно не пророссийская, поэтому, в принципе, ничего не случилось, что Зеленский с ней повидался, а многие даже увидели в этом какой-то луч света, что вот, ой, луч света, ну, что Тихановская Светлана, значит, она обрела какую-то, ну, правда, если кому-то президент Украины жмет руку, это все равно уже гуд, да, это значит, что он этого человека верифицирует как не врага уж точно, а в данном случае как потенциально, там, не знаю, не то что союзника, союзники наши это люди, которые воюют и реально помогают, но, скажем так, потенциально партнеры по разговорам каким-то когда-то. Ну, непонятно, я же в голову Зеленского не влезу, и как это все было. Ну, так или иначе. Ну, я просто видела, как все это было. Я ж могу с тобой спорить. Это Ты не всего просто, лишь нет, ты можешь, во-первых, это твое интервью, а не мое. Ты говори то, как ты это видишь, как белоруска. И белорусы по-разному говорят. безусловно, И я в этом не вижу ничего просто. Вот Мгм. есть конференция, где собрались люди, подходит Урсула фон дер Ляйен, подходит рядом Тихановская, Зеленский всем жмет руку. Естественно, среди них Тихановская. Понятно, что она не зверь, что она не рукопожатная. Но вот за этим фактом он там получает премию, она получала премию, она там существует. За этим фактом я не вижу, чтобы стояло хоть что-то. Но я к тому, что в данном случае была бы пожата рука любому человеку, который находится, получает премию Карла Великого. Я Но про это. смотри, в пользу твоей версии, что политических последствий прямых нет, говорит о том, что если бы они были, если бы эта встреча готовилась, да, вот как встреча именно не рукопожатие, а встреча, да, то было совместное заявление, там была высказана поддержка Украины и белорусской оппозиции и так далее. Этого не было. А почему, как ты думаешь, Зеленский этого не делает? Или люди ему не советуют делать, люди, которые специализируются на этом направлении внешней политики? Я думаю, что люди ему не советуют это делать. Во-вторых, есть несколько причин, и я здесь совершенно согласна с Зеленским. А, Фигура раздута, фигура не имеет никакого авторитета в Беларуси на сегодняшний день и имеет Стоп, достаточно как низкий это нет? рейтинг. Подожди, Подожди, подожди. А кто голосовал? подожди, Ну, ладно, хорошо, молчу. подожди. Давай я закончу. Кто Да. голосовал? За Тихановскую голосовало не так много народу. Голосовали против Лукашенко. Ты тоже, это нужно понимать. Это нужно понимать, что за Тихановской просто стояла команда уже когда она уехала, которая делала пиар и отличный бизнес-проект. Голосовали против Лукашенко. Смотри, но тут политика Айдер, такая вещь, я не спорю с тобой, просто в да, диалоге. Политика такая вещь, что, например, за Зеленского тоже голосовали не все, кто голосовал за Зеленского. За Зеленского это голосовали я те, кто был, понимаю. да, против Порошенко, и сейчас Зеленский и его электорат, это, наверное, другое. Как и Порошенко, его электорат, это другое, чем тогда. Ну, все меняется в этом мире, да, и А обстоятельства, и все. знаешь, в чем, на мой взгляд, не совсем корректное сравнение? Голоса Зеленского были подсчитаны на свободных выборах, а голоса Тихановской Ну да, за этого не Тихановской могло быть, да, не понятно. были подсчитаны. Пресловутые там 3% за Лукашенко, потом оказалось, стали смотреть 20, стали говорить, потом стали говорить 35, потом кто-то стал говорить 40. Выборов нет. Их в принципе не было. Да, люди шли, но мы видели города. Мы не знали, как голосует деревня. А деревня это тоже очень много, а это лукашенковский электорат. Мы не знали, понимаешь, как, во-первых, проголосовало. Многие просто не шли на выборы, на них забивая. Условно говоря, половина бюллетеней было выброшено, половина бюллетеней попали, просто оказались на помойке, какие-то были сожжены. У нас нет ни одного доказательства, даже если мы где-то там мозгами понимаем, что в тот момент за нее проголосовало больше, у нас нет никаких доказательств по объему этого голосования. Что сделано было потом? Потом платформой «Голос», которая была создана ими же, было проведено какое-то онлайн-голосование, в котором приняло участие около миллиона человек. В Беларуси проживает на всякий случай 9 миллионов человек. И, кстати говоря, данные с этой платформы «Голос» потом были слиты. Почему я считаю, что на сегодняшний день Светлана мало кого представляет? Я объясню. Рейтинг среди людей, которые даже за нее тогда голосовали в Беларуси, резко снизился. Ее рейтинг. За 3 года сплошные неудачи, за 3 года нет ни одного выполненного обещания, а обещаний было очень много.
и что Лукашенко завтра уйдет. Но это же, знаешь как, выбирается менеджер, либо он соответствует, либо нет. И далее люди видят прекрасно раскрученный дорогостоящий бизнес-проект, который живет припеваючи на Западе. Поэтому я думаю, что эту историю в Украине понимают. Украина сегодня, ей не нужны розовые очки. Она понимает, что влияет на ситуацию. Пойдут войска или нет. На эту ситуацию влияет только Лукашенко опосредованно и Путин. Поэтому, если завтра у Светланы Тихановской, я не очень верю, что есть. Вот и все. Хорошо раздутый, пиарно раскрученный проект в Европе. Для Европы понятно, они больше никого не знают. Вот и все. Ну хорошо, вот представим себе, ну не представим себе, просто по времени можем представить, что Россия терпит поражение в любой форме, но, соответственно, ее влияние на Беларусь точно усилиться не может, а скорее всего это влияние ослабевает. И исходя из этого, что может произойти в Беларуси? Ну, ты уже сказала, что любой следующий отпускает политзаключенных, да? Мгм. А потом что? Временное правительство во главе, я не знаю, с Тихановской или, допустим, опять же, подчеркиваю, временное, да, какой-то совет оппозиции, там, Зенон Поздняк, Тихановская, я не знаю, там, ты, еще кто-то Я там. нет, я нет. Но про твою там историю тоже поговорим, все-таки интервью с тобой, а Мгм. не с кем-то другим. Вот, значит, вот что может быть, какой переходный период и чем это может закончиться? Он все равно будет достаточно пророссийским. Да, Тихановская сегодня, когда кабинету Тихановской задают вопрос, кого же они видят президентом, она же подчеркивает, она же постоянно подчеркивает, что она такая переходная фигура. Были названы несколько кандидатов, среди них был назван Бабарика. Я напоминаю, что все это работало в связке с Бабарикой. Да, я думаю, что это может быть выбран Бабарика. Почему это не будет пророссийским? Ну, я не совсем соглашусь. В Москве это останется, Айдер. А они по-прежнему верят в прекрасную Россию будущего. Будет она с Навальным или с кем-то, или в каких-то ограниченных территориях. В любом случае, этим кабинетом до сих пор не был обозначен европейский выбор. Никак. То есть они по-прежнему сейчас, создавая группы, комиссии, разговаривая в Литве, в Польше, говорят, что главная их цель – демократические выборы. Какие демократические выборы в камере большой-большой тюрьмы? Какие? То есть вопрос независимости европейского выбора не ставится до сих пор. Я думаю, что это, скорее всего, ну, такая, знаешь, заигрывание с электоратом, который частично полуватный. Поэтому, да, задача прийти. Я думаю, что они сами готовят следующую фигуру, с которой они и были в одной связке. Это Виктор Бабарика. Виктор Бабарика, Мария Колесникова. Я думаю, что у них самые большие шансы, у них высокий рейтинг. Это если будут выборы. В то, что выиграет Зенон Поздняк, я не верю. Но подожди, это опять мы не учли главный фактор. Если поражение России происходит в брутальной форме, ну то есть ей точно уже не до Беларуси, ни до чего, то естественно туда заходит, ну в широком смысле слова, полк Калиновского. Там не только полк Калиновского, ты знаешь название этих подразделений, все это мне рассказывал. Ну как бренд, вот просто наиболее раскрученный, понятно, вот так говорят, да, но мы к этому Мгм. присоединяем всех белорусов, абсолютно, белорусские войска, короче, заходят. Да, да, да. Белорусская, давай так, белорусская освободительная армия заходит. Они как поменяют ситуацию при вот этих возможных раскладах, потому что, ну, одно дело слова правильные, неправильные, полуправильные, четверть правильные или так далее, а другое дело реальная сила. Вот тут совершенно небольшой, не знаю точно, но небольшой отряд там вот этих вот русских добровольцев, он и то, какого шухера навел, и как мозги там снес многим, да, что может быть вот и так оказывается, да, вот мы и не знали. Да. А что без Беларуси может, и что может случиться в этом смысле в Беларуси? Ну, ты же понимаешь, что в любом случае, да, их будут приветствовать. Да, я верю, что это произойдет. Да, я верю, что какая-то часть вернется, хотя я не очень верю, что, в принципе, люди, которые уехали, практика показывает, что эмигрантская часть редко возвращается в страну. Но Она уже смотри, подожди. смотри, это же не Да, просто иммигранты, это люди, которые хотят я, победить. Да. я сейчас не говорю о воинах. Они, конечно, хотят вернуться. Я говорю о той части, которая выехала, живет преимущественно в Литве, Польше, еще где-то. Это люди, которые уже налаживают свой быт, они не вернутся. Уверена. Основная часть не вернется. Это, собственно, и мировая статистика
по подобным ситуациям, если как-то это можно Ох, я, приблизить я, я не к знаю, чему-то сильно ли это подобному. хорошая новость для Польши и Литвы, но да, сделаем, попробуем Я думаю, спросить у что них потом, я да. думаю, что возвращения не будет. Я Мгм. думаю, что возвращения не будет, тем более никто не хочет жить в эпоху перемен. Знаешь, а когда он построил какой-то там быт, создал себе домик, а тут машина, а тут уже работа европейская и все остальное, люди же думают о себе, и не все большие герои. Вот. Ну хорошо, да, допустим, полк Калиновского, террор. Я буду рада, счастлива, когда они войдут в Беларусь. Это правда. Они освободят. Но мы же понимаем, что они не будут руководить страной. Среди них, безусловно, появятся, я предполагаю, что появятся политики. Но надо учитывать все-таки ментальность общества. Оно не сменится за один день, за два, за три, за пять. Никто не позволит создание какой-либо военной хунты, да, по управлению. Все равно будут Ой, честные выборы. подожди минуточку, что значит не позволит? Вон А что, хунта позволят? Лукашенко существует с незапамятных времен и как-то позволили, а уж это я не сравниваю, но просто это форма Ну да, правления авторитарная. А так говоришь, а почему тогда военные, которые освободят Беларусь, не смогут стать, ну не хунтой, но хотя бы временным переходным правительством, которое определит вектор развития страны, назначит через какой-то период новые выборы и ну хотя бы станут действительно как победители. Мы же знаем, как любят вот рабские слои общества, как они любят победителей, например. Могут по-другому к ним относиться потом. может быть. Но в любом случае, как правило, плодами героев пользуются политики. Ну ты же согласишься со мной, нет? Ну, не знаю, я плодами не пользовался, как и политиком не был, поэтому ничего не знаю. Как Я, они, я, к- как я они к тому, что реализованы. ты понимаешь, ведь наши политики белорусские это понимают сегодня. Именно поэтому так и происходит такая борьба, знаешь, за внимание полка Калиновского, террора и остальных. И, кстати говоря, я не договорила, когда говорила о Тихановской, о Зеленском. Я вижу, что в Украине идет поиск силы, с которой надо говорить. И на сегодняшний день мне очень нравится, что выбирают как раз наших воинов. Поэтому, возможно, и меньше контактов с Тихановской, плюс и ситуацию не хотят дергать, которая существует в Беларуси. Ой, скажи, Поэтому, пожалуйста, послушай, а вот если ну, вдруг, давай представим, а если вдруг, вот ребята, которые воюют и реально, ну, они платят цену за это, и они политически активные, а если они захотят создать правительство в изгнании? И хотя бы назначить нескольких людей, там, выбрать, самим выбрать себе лидеров. И допустим, украинская там, власть военно-политическая скажет, да, они наши побратимы, они воюют за Украину, мы поддержим и признаем их как временное переходное правительство в Беларуси. Что тогда, у мира небо рухнет? Что? нет, я не говорю, что это плохо или такого не может быть. Наверняка может быть. Но ты говоришь сейчас о том, что произойдет внутри страны, если начнутся уже какие-либо выборы, или о временном правительстве. Ребята сегодня воюют, им некогда создавать временное правительство. Я вообще сторонник на какой-то период внешнего управления. Назовем так, плана Маршалла, еще какого бы то ни было. А кто А, будет управлять, кто возьмет на себя такую тяжелую ношу? понимаешь, Союз Литвы, а, Украины и Польши, ну как просто приграничные Вер, я, страны. я не знаю, но что-то же будет происходить с Россией. Я просто поэтому, может быть, и не такой сторонник называть ситуацию в Беларуси оккупированной. Вот когда это оккупация в чистом виде, тогда происходит якобы освобождение от оккупации, а дальше катитесь как хочется. Но я понимаю, что Беларуси нужна помощь. В европейском становлении Беларуси нужна помощь. Я не верю, что придут собственные силы. Будь это замечательные наши ребята-калиновцы и те, кто ходили на концерт Лепса, в течение месяца-двух проголосуют за кого-то другого. Или у них как-то повернется мозг. Все равно в итоге выборов будет нечто такое промежуточное и глубоко неевропейское и пронациональное. Ну вот я вижу так эту ситуацию. Мне бы хотелось иначе, но я вижу ее так. Хорошо, вот Я твой вижу ее совковой, назовем Хорошо, так. но совок, ну, как бы, ну, совок без России, он вообще странно. Ну, как-то, я не знаю, как совок без... Ну, так получилось только у Северной Кореи, когда совок сохранился, когда Советский Союз рухнул. Но там больше за счет Китая, ну, и собственных вот этих всяких специфических черт. Без России, ну, вряд ли удастся в Беларуси как-то совок сохранить, мне кажется, или нет. Но совок-то существует еще и в самой Беларуси.
Понимаешь? Она не Россия, безусловно, и относиться как к России нельзя. Поэтому я и стараюсь называть словом таким, знаешь, не до конца вата, но все равно совок. Он существует, ты от этого никуда не денешься. Да и Россию ведь полностью медным тазом не накроешь. Она, конечно, развалится, я в это верю. Но все равно что-то да будет. Будет та самая Московия, которая будет граничить. И все равно я боюсь, что вот этот вот то, что останется, останется в некой такой спайке. И я думаю, что Россия, собственно говоря, работает над этим. В виде российских либералов, в постоянном находясь в взаимодействии, в том числе с той самой белорусской оппозицией, которая сегодня говорит правильные речи. И тут же они выходят, защищают Шендеровича, называют Навального героем и так далее. У них ориентация глубинная, как на партнеров, на этих людей. Вот в чем весь вопрос. Они живут энное количество лет в Европе, но у них глубинная ориентация на российских либералов и, соответственно, на прекрасную Россию будущего. Это основной электорат. Он сегодня такой, и с этим надо что-то делать. Что делать с этим, я не знаю. Ну, то есть, Вот и смотри, все. Ален, то есть ориентация, ну вот я не белорус, конечно, и мне сложно сказать, но, например, так, если вот учитывать, что говоришь, что незрелое общество во многом так одурманено, советизировано, русифицировано и так далее, так может действительно план Маршалла, который будут контролировать исполнение, который, ну, естественно, Европа принимает участие, раз уж они там 250 миллионов в год дают евро, там, белорусской оппозиции, медиа там и так далее, но имеют право на что-то, так сказать, кураторами быть какими-то. Вот, допустим, Польша, правительство Польши, Украины и Литвы, я так фантазирую, как трех сопредельных стран. Почему обязательно Россия? Это с какой стати? Вот они говорят, давайте, если хотите Европу, то вот план Маршалла, вот мы контролируем, вот мы говорим, что делать, что не делать, а вот у вас такое-то временное правительство, кто согласен, да, кто не согласен, ну вон там чемодан, вокзал России. Вот такой вариант может быть гипотетически? Я как раз с этим вариантом, мне бы его и хотелось. Это как раз и то, что исключит и со временем вытеснит всю эту навальнятину и прочее, прочее. Я знаю, что на меня даже сейчас, поверь мне, наедут соотечественники. Потому что, когда мы говорим, у нас был разговор с Имонтосом, который ты знаешь, и с двумя корреспондентами в Литве, я говорила как раз об этом. И они понимают, что в этом ничего дурного нет. Это забота о Беларуси, Так для чтобы она Литвы это единственный отошла. вариант, потому что безопасность Литвы от этого зависит во многом тоже, да. Ну, как бы. И я для белорусов ничего дурного в этом не вижу, которые действительно европейски ориентированы. В том-то и весь вопрос, что это некие гарантии какого-то поступательного перевоспитания, воспитания, если хочешь. Ну, А что если здесь мы имеем в плохого, виду если, два если да, пути, на ключ, да, да, Ален, российский путь, но какая бы там она ни была, да, и западный путь, а Украина, Беларусь и Польша это четкий западный путь, тут вариантов как бы вообще нет никаких, ну, для нормального человека. конечно, конечно, конечно. Вот поэтому мне и хочется. Я ведь на самом деле, смотри, у меня нет, я считаю людей, которые, вот мы сейчас начали с тобой говорить о оппозиции, которая еще была вчера пророссийская. У меня нет иллюзий вообще по поводу политиков. Если сегодня они станут глубинными европейцами, да заради бога. Я прекрасно знаю кучу примеров в той же украинской политике людей из партии регионов, которые потом стали патриотами и сделали много хорошего для страны. Я понимаю, что политиком руководит в том числе гражданское общество, если оно есть, и его изменениями. Что там человек думает, когда он засыпает, понимаешь, мне абсолютно все равно. Если он скажет, что завтра мы идем в НАТО и в Евросоюз. Но я не вижу этих процессов. Я вижу все тот же круг. Демократические выборы, все тех же Шендеровичах в их кругу, и все те же дожди, все те же медиа, которые ведут себя точно так же на одних и тех же темниках, как «Дождь», «Медуза» и все остальное. Основными экспертами сидят все те же хорошие русские. Я, к сожалению, это вижу. Поэтому сказать можно 50 раз «Слава Украине», «Живе Беларусь», обвешаться там прапорами, стягами и всем остальным, а потом пойти и поддержать Шендеровича. Вот и все. И пока так, то это плохо. Пока так, для меня эта часть бесперспективна. Как и вторая часть, которая кричит «Вильна наш». Что наше? Ну, мы с тобой говорили как-то на эту Но тему, это, как и вторая. это мне еще как-то понятно, хотя мне тяжело это Да. понять логически, а вот нашим зрителям точно не понятно. Ну, есть часть пронациональная, которая мне всегда была ближе, с белорусскими героями, антироссийская, которая настолько увлеклась
истории Великого княжества Литовского именно в тот абсолютно непонятный момент, вот сегодня определяющий, которая обидела литовцев, которая рассматривает карты ВКЛ, которая рассказывает и пишет посты, думая, что они невидимые, понимаешь, для украинских читателей, литовских и всех остальных, рассказывают о том, что история принадлежит в большей степени белорусам, которые были основополагающей нацией, ну, так далее. Там много всякой ерунды, Так а и почему не ж тогда не могу. называется Великое княжество Белорусское? Это я понять никак не могу. А я тебе скажу, что я уже увидела даже парочку постов, где было написано такое, знаешь, появившееся в голове предложение назвать будущее освобожденное государство Великое княжество Литовское-Беларусь. Понимаешь, у нас фактически совершенно дурное меню. Дурное меню. С одной стороны, вчерашние еще пророссийцы, которые не доросли до реального европейского выбора. С другой стороны, в основной повестке пронациональные лидеры, которые явно делают, на мой взгляд, перегиб в совершенно непонятную сторону, что тоже никак не является рукопожатным. Ну вот так. Но еще раз, я хочу подчеркнуть, что далеко не вся пронациональная часть страдает именно наш. На мой взгляд, это очень удобная сегодня. Вильно — это Вильнюс, я просто переведу. Да, 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 Вильня это Вильнюс, если кто-то Да. не знает, кто нас смотрит. Но я знаю, что и в Украине так говорят, и в Литве частенько так говорят. Поэтому в Литве точно говорят Вильня. И в Польше тоже говорят. Я точно знаю, что далеко не вся пронациональная часть такова, и мне кажется, что вот то, что происходит последний месяц-два, это мощно происходит в информационном поле, то, что пугает наших литовских друзей. Мне кажется, что это, конечно, раскрученная Московией история, которая, к сожалению, показывает нам и присутствие, в том числе, московской агентуры в национальном движении. Я по-другому уже назвать это не могу, ибо настолько это маргинализирует национальное движение, вот такие высказывания. Что касается Вильны, что касается попытки забрать историю, напрямую, конечно, нет просьб вернуть Вильнюс, ну а как мы можем назвать высказывание «разделить город» или «совместно им пользоваться»? Это такая же территориальная претензия. Вот. Поэтому, знаешь, мне кажется, что это такая история маргинализации национального движения в глазах мирового сообщества, дабы сделать его окончательно нерукопожатным. Это неприятно. Ну вот смотри, ты говоришь, там вот Стехановская, она там, ну действительно там, может быть, не так популярна, как себя подает, но она хотя бы такого не несет. А это Она вообще, такого не конечно, несет. да. И Она с ней, такого не конечно, несет. в этом плане здороваться безопасно и европейским политикам иметь дело, да, чем с людьми, которые говорят, что литовцы, там же это еще я вспомнил, ты же не сказала там, что литовцы искусственная нация, что они подобрали историю с пола белорусскую, что литвины это белорусы, а литовцы это выдуманная нация, ну не жемантийцами ими же называться, они подняли чужое название, это все украли. Литовцы украли все у какой-то части, ну, так сказать, исторически парализованных белорусов, я бы так могу сказать, да. А вот все, что ты говоришь, это все какое-то нездоровое. А есть здоровая часть общества, а есть люди, которые могут сформулировать эту повестку, там, среди твоих знакомых, там, я не знаю, ну, не знаю, там, соратников сложно сказать, но, Достаточно. ну, Достаточно прекрасных сформулировать белорусов. это, чтобы хотя бы показать, что является нормой, а что является девиацией, с которой ни в какой Евросоюз не пустят, никакие там, ну, вариантов нет, как бы, в современном мире. Нет. Кроме парочку людей, которые не настолько известны, я не вижу формулировок. И, между прочим, это еще одна причина, по которой я с таким скепсисом отношусь к той оппозиции, которая сидит в Европе. Понимаешь, создался ведь не просто прецедент такого единения, это а такой лукашизм, только вид сбоку. Весь вопрос в том, что Евросоюз выделяет очень большие гранты. Выделяются гранты под определенную фигуру и под этот кабинет. Я объясню, к чему это я так издалека. Когда выделяются гранты, а большая часть из них выделяется на так называемые независимые медиа, которые по образу и подобию «Медузы» и «Дождя», но частенько просто белорусскую мову, от того кажется, что они другие.
Естественно, для того, чтобы получить эти гранты, а это большие, это тысячи, это миллионы, выделяющиеся в течение 2 лет. Чтобы получить этот грант, ты должен, ну, как минимум, какой-то негласный темник соблюдать. Играть в одну фигуру, в одни ворота, Айдер. Это не дало возможность, как мне. Вот понимаешь, мне казалось, когда мы начали говорить, что таких, как мы, будет очень много. Но мне казалось, к 22 году, а уж тем более к 23-му. А мы так и считаемся маргиналами, одинокими, которых все поклевывают. Потому что мы неудобны. А потому что в нашем случае даже те, кто нам сочувствует, хотят жить, хотят получать деньги на свои медиа, хотят получать хорошие зарплаты. И вот это большой сплошной темник, который не дает родиться реально проевропейскому мнению. Я Ну, не то есть знаю они, смысла. да, то есть правильно понимаешь, что это организм переваривает гранты, переваривает Да, помощь да, европейскую, и при этом всех все устраивает, и никакого движения там к формированию да, какой-то четкой проевропейской позиции и так далее. абсолютно. То есть этого можно не делать и жить нормально продолжать. Ну, конечно. Ну, как ты себе представляешь, свободное медиа, если бы оно было таковым, 20 год, выходит оппозиция, ты, большой тебе респект, один из первых журналистов, который понял, как, что и будет, и абсолютно все предсказал. Абсолютно, ты ведь все предсказывал. У нас были эфиры, я это помню. Я даже помню твой пост, который ты осудил первое их. Я видела этот пост еще из Минска твой, где ты осудил первую Координационного совета, первое постановление не выходить из союзов с Российской Федерацией. Помнишь, было такое? То Но есть я мы считал, не ставим перед что это все, на этом все заканчивается, любой протест. абсолютно. Так на этом все и закончилось, если бы не было большого пиара. Это было понятно сразу. Вышли 3 пророссийские фигуры, отлично сделанный проект. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что они могли бы тоже меняться. Будь медиа, хотя бы разноголосица, которая есть в Украине. Пускай они не всегда свободны, да, но это разноголосица, многоголосица. Здесь многоголосицы никакой не было. Начиная с 2020 года не было ни одного демократического медиа, которое получает гранты, которое задало бы лидерам вопрос, а почему мы не выходим из Российской Федерации, из Союза, которое хотя бы это прокритиковало. Но смотри, медиа чем занимается? Они типа как зеркало, такое дорогое зеркало в золотой оправе. Они и тем дадут слово, и тому, и другому, и третьему, и пятому. А сами как бы, ну а что, мы освещаем, мы осветители, мы фонари такие, да? Но просто освещением демократия не строится, во-первых. Во-вторых, но, знаешь, времени остается мало, 3 минуты фактически. Я забыл спросить, что это за ситуация с Протасевичем? Протасевич, напомню, из-за него, и он летел там со своей подругой, значит, посадили самолет. Это была страшная история такая, всех поразившая. Просто террорист Лукашенко. Ну, без шуток, только террорист сажает самолеты ложным способом. Ну, короче, сели в самолет, Мгм. сел самолет, значит, Протасевич был арестован, его девушка арестована, и вот прошло какое-то большое довольно время, он получил 8 лет тюрьмы, с ней не знаю что, вот, и вдруг его Лукашенко помиловал. А что произошло? Ну, то, что и должно было произойти. Предсказуемое помилование. Протасевич, самолет посадили, но я думаю, что сейчас историю с самолетом мы трогать не будем, да, что за этим стояло, и об этом много говорили. Протасевич слабый человек, геройства от него ждать и не приходилось. Человек из медиа некто, который в том числе финансировалась, между прочим, Ходорковским по некоторым данным и российскими либералами. Это отличный проект. От него геройства ждать было нельзя. То есть парень, который оказался в белорусских застенках, который абсолютно сдался, который пошел сразу на сотрудничество, который предал свою девушку Сапега, которая до сих пор сидит. Она, кстати, россиянка. Вела другой телеграм-канал. Весь вопрос в том, что это психотип Лукашенко. И все, кто наблюдал за Лукашенко, понимают этот психотип. Ему доставляет огромное удовольствие, когда раб ползает у него в ногах. Он должен этим насладиться, он должен унизить его до конца. Понимаешь, он его унизил уже тем, что происходило все эти 2 года, вернее, и Протасевич сам себя унизил. Но, естественно, Лукашенко, облизывая, уничтожал его репутацию, давая ему возможность говорить то, что он говорит, жить, как он живет, абсолютно свободно, даже получать там какие-то деньги, выступать на телевидении. Так вот, Лукашенко уничтожил его дважды, как мстительный человек. Он уничтожил его первый раз,
а потом дав помилование. Потому что вот проявить вот эту милость по отношению к рабу, который и так валяется у тебя в ногах, показать себя героем — это абсолютно в характере Лукашенко. В момент, когда происходил суд, я уже понимала, что будет помилование через несколько дней. Оно и произошло. Немножко сумбурно, но, по-моему, понятно. Игра господина большого, господара и его с рабом. Такой, знаешь, мышечкой. Загнать в уголок, дать послабление, потом ударить по башке за то, что эта мышечка сделала в самом начале, а потом проявить несказанную Ну, милость. смотри, может быть, там пытки и так далее. Я не знаю, что там происходит, и никто за себя не Ну, ручается в такой вряд ли, да. ситуации, Нет, но я говорят, не осуждаю Протасевича, да, я просто понимаю, кто он, вот и все. Я не ждала ни но, героя. то есть ты от него ничего не ждала, в принципе, я так Нет, понимаю, да. нет, да. Ой, ну как-то все безвыходно выглядит, и как-то хочется сказать «Живе Беларусь», а как-то, ну, я не такой хороший актер, чтобы у меня это получилось убедительно. А что бы ты, у тебя есть какой-то оптимизм? Если да, то на чем он основан? У тебя где-то минута. А, да, у меня есть оптимизм, но весьма такой, условный. Я не думаю, что мне удастся вернуться в Беларусь, даже если там не будет Лукашенко. Я бы сказала так: я не хочу туда возвращаться, я не хочу, чтобы моя дочь жила там, потому что с уходом узурпатора мозги и свободы глубокой там еще какое-то время не будет, а моя дочь растет свободным человеком. Оптимизм меня вселяет все-таки то, что когда я общаюсь с обычными людьми, не политиками, с обычными людьми, а я все еще общаюсь, я вижу, что белорусы — это европейцы, забывшие, что они европейцы. И я думаю, что пройдет энное количество времени, и все станет на круги своя. Но иначе и быть не может. А Рейх-то действительно, ты правильно сказал, будет разрушен. Просто будет это не настолько скоро, как многие думают. Вопрос здесь далеко не в Лукашенко. Но мой интерес тут состоит в том, чтобы была прямая дорога через Минск безопасная в Вильнюс. Я, в общем, даже не собираюсь там задерживаться. Разбирайтесь с Беларусью сами, если захотите. Вот. Но мне просто для того, чтобы эта страна не представляла угрозы для украинцев в первую очередь и для литовцев. Вот это программа минимум. А дальше как будет, так будет. С нами была Алена Васильева, создатель гражданской организации «Белорусский Майдан». Мы о Майдане не поговорили, но, видимо, не пришло до этого время. Как-то то ли проскочит Беларусь Майдан как сущность, то ли он еще впереди, то ли мы не знаем что. Но, собственно, главный наш шаг очевиден, и это Россия. Спасибо, Алена, за то, что нашла время. Спасибо. Тебе спасибо. Я дякую нашим глядачам. Думаю, що вам було цікаво. У нас люди, які хочуть розумітися глибоко на різних речах. Ось поговорили про Білорусь з людиною, яка, ну, принаймні, не входить в політичну умовну еліту, тож може розмовляти більш-менш незалежно про те, що вона знає і бачить. Дякую вам за увагу. Дивіться ТР далі.